Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Погода в Якутии этой осенью удивляет не только температурными рекордами. Где-то шли дожди в конце октября, где-то отмечались плюсовые показатели. Гидрологическая ситуация на реках тоже неоднозначная. К примеру, на Вилюйском водохранилище водность в этом году была близка к историческому максимуму 2008 года. Сегодня о ситуации на водохранилищах республики, о том, как она сказывается на водохозяйственной деятельности, мы поговорим с Петром Рогуновым, руководителем Ленского бассейнового водного управления. Петр Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Во-первых, поясните нам, пожалуйста, каковы полномочия Ленского бассейнового водного управления в сфере установления режимов работы водохранилищ? Здесь главным законом по водным отношениям по линии Росводресурсов по всей Российской Федерации регулирование режимов водохранилища устанавливается Федеральным агентством водных ресурсов и в том числе его территориальными органами. В данном случае нашим управлением регулирование режимов крупных водохранилищ на территории Российской Федерации. В данном случае по Республике Саха-Якутия это Вилюйское водохранилище и в какой-то степени влияет от Магаданской области, это Колымское водохранилище. В соответствии с распоряжением внутри нас 2054, это Вилюйское и Колымское. И, в общем, у нас полномочий много по водным отношениям, и одно из главных направлений работы — это вот как раз работа по регулированию режимов специальной сработки наполнения водохранилищ. В этом году была непростая ситуация на Вилюйском водохранилище. Скажите, что послужило причиной? Эта история началась, можно так сказать, рассказывать, с 2020 года. Вообще в 2020 году у нас такая ситуация сложилась очень сложная. Водных ресурсов водохранилищ вообще не хватало. Это что означает? Это значит отсутствие электроэнергии в зимний период. Соответственно, если не хватает электроэнергии, то, значит, получается, не хватает электричества для Алроса в первую очередь. Маловодный период такой был сложный, и такая ситуация сложная, что весной, когда после паводка не хватало бы водных ресурсов для судоходных попусков, которые, значит, обеспечивают доставку грузов в Вилюйскую группу улусов. Мы сейчас разговариваем про для населения, локально для Вилюйской группы улусов, и если Колымская ГЭС, то это для жителей Колымы. Но в совокупности это влияет на всю Республику Саха-Якутия, потому что и с другой стороны, это выработка электроэнергии для стабильной работы всего запада Якутии, в том числе для Алроса. Колымская ГЭС, она обеспечивает полностью Магаданскую область. И от судовых попусков зависит работа навигации в Вилюйскую группу улусов и Колымскую группу улусов. И как раз в 2022 году весной смотрим, вообще воды нет, но тем не менее мы заранее начали работать, не сложа руки, значит, напряженная работа была, и, пользуясь случаем, я хочу передать слова благодарности правительству Республики Саха-Якутия в первую очередь, потому что они скоординировали работу, некоторый объем доставки грузов в Вилюйскую группу улусов осуществили зимой. И единому оператору, которая, значит, сделала переток электроэнергии с других регионов Российской Федерации. А раньше было такого нет, что единой системы мы не состояли, Западной Якутии, она жила своим локально. Если бы воды нет, значит электричества нет и доставки грузов нет. А в данном случае мы, слава богу, подсоединились к единой системе России, и поэтому в какой-то степени электричество обеспечивалось. И значит, благодаря этому мы нормально прошли без ЧП весной. И, как ни странно, думали все, летом, значит, межень, нормально более-менее, значит, паводок пропустили, летом межень тоже нормально отработали. И как гром среди ясного неба, осенью резкий, значит, начался приток водохранилища. Я могу вам показать этот график, Надежда? Вот смотрите, вот этот приток
это сопоставимо с весенним притоком. Что для понимания, да, 3 октября 55 лет исполнилось к Вилюйскому гидроузлу. 55 лет. Это очень много. И за этот весь период впервые мы наблюдаем, специалисты, что осенью такой большой объем воды. И что делать? Экстренно, значит, собрались, вот как раз межведомственной рабочей группой. Было принято решение холостых сбросов впервые в жизни, я подчеркиваю, да, существование Вилюйской ГЭС мы осуществили впервые холостые сбросы осенью. Петр Михайлович, ну а вообще гидрологи прогнозировали, что такая ситуация может произойти? Да, они экстренно дали корректировку прогноза. Такой приток 2500, они давали 2000 кубов в секунду. Вот 2000 кубов в секунду, представляете, ну, септик, он 10 кубов же, да, для понимания. Вот 2000 кубов в секунду, она без остановки. Вот секунда прошла, 2000 секунд. И мы открывали шлюзы для холостых сбросов до 2500 кубов в секунду. До 2500 кубов в секунду, это вот на минутку должны представить. И весь объем воды, который мы сбросили, это где-то 7 кубокилометров. Вот. 1 километр 7 туда и 7 километров в высоту. Это такой весь объем массив мы сбросили в реку Вилюй. И тем самым обеспечили безопасность, в первую очередь, ГТС, Вилюйская ГЭС. Обеспечили, значит, помимо этого, зимой будет у нас констатируем факт, что электроэнергии будет, воды хватает и весной для судоходных попусков. Скажите, а как это сказалось на деятельности самого водохозяйства? Но оно сказалось как-то неординарно, потому что мы обеспечили гидроресурсами энергетиков, с другой стороны мы обеспечили водными ресурсами транспортную инфраструктуру, ну, соответственно, для доставки грузов, и с другой стороны обеспечили безопасность ГТС. Благодаря, значит, слаженной работе сейчас мы имеем нормальные условия. Уже сейчас ситуация нормальная, можно так сказать. С точки зрения энергетиков это пустая трата водных ресурсов, потому что она просто сбрасывается холостую. А с точки зрения транспортников они, значит, удерживают водные ресурсы, хотя у них воды много. И вот поэтому государство регулирует взаимоотношения, потому что водные ресурсы принадлежат всем. И поэтому от водных ресурсов в Российской Федерации есть органы исполнительной власти, в том числе вот наше Ленское бассейновое водное управление, которое как бы выступает арбитром, судьей, чтобы всем было поровну водопользователям, чтобы всем хватало для населения, для транспортников, для энергетиков, чтобы и гидротехнические сооружения были целы, работали в штатном режиме. Ну, про ГТС это уникальное сооружение, нигде в мире такого нет, потому что в одной плотине у нас и на Вечной мерзлоте располагается 2 гидроэлектростанции. Ну, у них, значит, ГЭС-1, ГЭС-2, поэтому ГЭС-1, ГЭС-2. В одном ГЭС, значит, располагается 4 гидротурбины ГЭС-1, и во втором тоже гидротурбины. Обычно работают 2 гидротурбины, один на ремонте и один на резерве, если что. Поэтому в совокупности мы установили для них выработку электроэнергии в этом году 1 миллиард 900 миллионов киловатт-часов. В то время, в прошлом году, несмотря на это, мы им установили выработку электроэнергии 1 миллиард 500. Помимо этого, мы весной для судоходных попусков сохранили водные ресурсы для холостых сбросов, чтобы суда зашли в реку Вилюй 2,5 кубокилометра. 2,5 кубокилометра — это очень много водных ресурсов, которые будут сбрасываться после мая, где-то в июне.
где-то 1500 кубов, доходя до 2-2,5 кубов в секунду. Ну, на неделю, и как раз в этот период заходят суда и доставляют жизнеобеспечивающие груза. Это строительные материалы, обязательно газоконденсат оттуда выходит с КСЛЦРа, и каменный уголь, и нефть, и нефтепродукты. И у нас еще второй МРГ есть, Колымская, которая обеспечивает таким же, можно сказать, и Чукотку, да, и Республику Саха-Якутия, и Магаданскую область. Для понимания, работа гидроэлектростанции — это вот в режиме онлайн. Если она останавливается, буквально вот все, значит, прекращается. И Магаданская область полностью зависит, она не подсоединена к единой системе, она локально у себя, от работы Колымской ГЭС. От ее работы зависит Колымская группа наших улусов. Это Верхнеколымский, Среднеколымский, Нижнеколымский. Туда у нас доставляются, значит, груза по Севморпути, и Зырянке, значит, доставляется уголь для Чукотки благодаря попускам. Если бы этих попусков не было, то сложная ситуация, потому что там для Чукотки дороги нет и тому подобное. Поэтому очень важная работа МРГ Колымская ГЭС и Вилюйская ГЭС. Ну, для населения, по-простому, если объяснять. Ну, наверняка опыт такой тяжелой ситуации влечет за собой какие-то выводы. Возможно, будут проводиться научно-исследовательские работы, как-то по-другому организовываться прогнозирование, или же произойдет реконструкция объектов водохранилища? В научной точке зрения здесь однозначно необходимо изучать, проводить научно-исследовательские работы. Почему так у нас сложилось, что впервые за 55 лет такой приток водных ресурсов, водохранилищ, который мы не наблюдали? Здесь однозначно должна дать ответ наука для работы вот органов исполнительной власти. По этой части, ну, это первый случай, поэтому мы уже имеем прецедент и основания для заказа соответствующих научно-исследовательских работ. Поэтому направлению необходимо добиваться финансирования в первую очередь, и уже на перспективу необходимо изучать этот вопрос. Благодарю вас, Петр Михайлович, за содержательную, интересную беседу, и спасибо, что стали гостем нашей студии. Пожалуйста. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Сегодня мы говорили о регулировании работы водохранилищ. Берегите себя и до встречи.